1 мая средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1, курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль, курс сомони к евро составил 11,98 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,91-42 до 10,94 сомони, 1 евро от 11,98-27 до 12,30 сомони, 1 российский рубль от 0,1370 до 0,14 сомони. В понедельник цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара и составляют $1980.42 за тройскую унцию. Трейдеры проявляют осторожность в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентным ставкам, которое будет обнародовано позднее на этой неделе. Правительство Таджикистана поручило утвердить перечень и объем продуктов питания, минеральных удобрений, дистоплива и бензина, ввозимых в республику в текущем году на льготной основе для формирования государственных резервов. Поставкой вышеуказанной продукции занимается Агентство по государственным материальным резервам при правительстве Республики Таджикистан. Постановлением правительства от 15 апреля этого года, опубликованным на портале правовой информации Минюста, поручается утвердить перечень и объем продуктов питания, минеральных удобрений, дистоплива и бензина, освобождаемых от уплаты НДС и акцизов в размере 50% от установленной ставки, а также полностью освобождаемых от уплаты таможенных пошлин. Право на льготную поставку выше приведенной продукции Агентство по государственным материальным резервам получило в соответствии с законом о государственном бюджете Республики Таджикистан на 2023 год. В законе предусмотрены многочисленные налоговые и таможенные льготы также для некоторых других предприятий и организаций. Среди них строитель пятизвездочной гостиницы «Исмоили Сомони», которая возводится на столичном проспекте Рудаки уже 18-й год. Заказчик и генподрядчик этого долгостроя освобождаются от уплаты 50% НДС и налога на доходы юридических лиц. Импорт необходимой продукции для этого объекта будет осуществляться без уплаты таможенной пошлины и 50% НДС. Национальный банк Таджикистана снизил ставку рефинансирования на 1 пункт, установив ее на уровне 10%. Об этом сообщает пресс-центр госрегулятора. Комитет денежно-кредитной политики НБТ на очередном заседании принял решение с 1 мая 2023 года понизить ставку рефинансирования на 1 пункт и установить ее на уровне 10% годовых, указали в банке. Решение принято с учетом потенциального влияния возможных внутренних и внешних рисков на экономику. При этом были учтены оценки и прогнозы авторитетных международных организаций по снижению инфляционных рисков и наблюдающиеся тенденции к снижению уровня мировых цен на товары и продукты питания, уточнили в пресс-центре. Туркменистан начал поставки сжиженного газа в Пакистан через территорию Афганистана. Официальная церемония открытия транзитного пути состоялась 29 апреля в провинции Кандагар, сообщает издание Тулу Ньюс. Торговая инвестиционная палата Афганистана сообщила, что отныне туркменский газ будет транспортироваться в порт Тургунди в Афганистане, а затем экспортироваться в Пакистан через Спинбалдак в Кандагаре. Задачу по транспортировке газа из Туркменистана в Пакистан по афганской территории взяла на себя частная компания. На первом этапе из Туркменистана через Афганистан в Пакистан были отправлены 50 газовозов. Это транзитный газ, который специально закупается для Пакистана и поставляется в Пакистан. Поэтому его выгода для Афганистана в том, что он требует транспортировки и создает рабочие места для людей, сказал глава газотранспортной компании Атикула Саид Адал. Торговая инвестиционная палата заявила, что Афганистан играет важную роль в соединении Центральной Азии с Южной Азией, и нынешнее правительство должно помочь торговцам в транзите товаров. Сотрудники таможни Кандагара заявили, что предоставят торговцам больше возможностей на таможне, а чиновники заверяют, что граница вскоре будет открыта круглосуточно для транзита коммерческих товаров.